Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марферина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске расскажу о талантливых якутян, поведаю удивительную историю воссоединения семьи одного из героев нашего новостного сюжета, о прикладном традиционном искусстве и арктической экспедиции одного из популярных путешественников. Арктический блогер, режиссер, документалист и путешественник Богдан Булычев сейчас находится в Якутии. Богдан с командой с Якутска стартовал в экспедицию на раритетном «Москвиче-412» по трассе Колыма через полюс холода. Вчера блогер выполнил один из пунктов своего плана и искупался в реке Индигирка. Температура стала еще ниже, и теперь минус 57. 57 уже градусов, говорят. В воде. Как говорится, с Богом. Мы идем греться нормально. Я так понимаю, фотки никому не делают. Ой, ой, Давай! ой, хорошо. Ой, хорошо. Да окунись пониже, что ты? Хорош. Саша. Аймикон. Специально для News on Air зритель Семен Сивцев взял интервью у путешественника, где Богдан рассказал о целях экспедиции и впечатлениях о нашей Якутии. Завтра с утра у нас пробежечка, а дальше наш путь будет идти до Магадана. В общей сложности где-то примерно 2500 километров, потому что мы хотим еще до Индигирской трубы прокатиться по зимнику. Наша цель — это первый этап, затестить «Москвич», посмотреть, как он в отрицательных температурах. Вчера, приехав сюда, мы застали минус 56, поэтому все, как говорится, прелести полюса холода мы застали, и «Москвич» вот здесь нас довез. Следующим этапом у нас будет путь на Чукотку по Колыме, через Черский до Певека, а потом с Певека уже до Тихого океана в Эквикинос. Богдан, вы же не первый раз на Аймиконе? Ну, наверное, уже раз пятый. Да. И как у вас впечатления, какие вообще? Ну, хорошо как. Стабильно холод. В Аймиконе стабильно холодно. Действительно, полюс холода. Сегодня, кстати, температура, по-моему, самая отрицательная, в которой я буду сейчас купаться. Потому что до этого у нас было минус 42, было минус 47, а сейчас что-то минус 50, наверное, точно есть. Да. Угу. Ну, ладно, я желаю вам счастливого пути. Спасибо за интервью. Махтал. Новости, с которыми не солидарен ни один якутянин, и, я думаю, далеко не только якутянин. Салат из Якутии признали худшим блюдом в мире. Рыбный салат индигирка, который является визитной карточкой якутской кухни, был признан худшим блюдом по версии сайта Test Atlas. Данный сервис собирает рецепты и отзывы о ресторанах со всего мира. В состав популярного в Якутии салата входит замороженная рыба, лук, подсолнечное масло, соль и перец. В соцсети сервиса пояснили, что причина низкого рейтинга данного блюда кроется в необычных для экспертов замороженных кубиках рыбы. Иностранные эксперты отдали салату всего 1,4 балла из 5. В десятку антирейтинга также попали канадская пицца-торт, которая изготавливается в кастрюле, жареные пауки из Камбоджи и знаменитые французские анисовые конфеты. Я думаю, попробовав нашу индигирку, эксперты точно поменяли свое мнение. Зрители телеканала Якутия-24 – самые необычные и креативные люди. Сегодня я хочу вам рассказать удивительную историю о воссоединении семьи спустя почти полвека. Станислав Лукашевич, 75-летний житель микрорайона Кангаласы, в прошлом году стал победителем республиканского конкурса стихов. Этот торжественный случай стал темой нашего новостного сюжета, после которого Станислава Петровича узнали и нашли его родственники из Калининграда, Латвии и Эстонии. А счастливые истории предлагаю посмотреть сначала и по порядку. В прошедшем году к столетию якутской автономии был организован первый в республике конкурс авторских стихов «Моя Якутия». В редакцию новостей Якутия-24 и НВК Саха поступило множество стихотворений со всех концов республики. Свои творения отправляли как взрослые, так и дети. Алмазом на солнце сверкай, наша Якутия, радостный край, сердце России алмазом сверкай. Однако, несмотря на сложный выбор, одно произведение произвело большее впечатление. Победителем конкурса стал автор стиха «Простые парни» Станислав Лукашевич.
Он повествует о труде строителей, возводивших первые каменные дома в Якутске. Неудивительно, что строки стиха не оставляют равнодушными читающих, ведь, как мы узнали позже, Станислав сам является тем простым парнем, который на протяжении 40 лет строил дома в самом холодном городе планеты. Сейчас-то уже практически зимой не строят, да? А мы вот и в 50 градусов работали. Я помню эти монтажные петли, когда загибать начинаешь, они отлетают, как хрусталь. Для того, чтобы увидеть Творца воочию и услышать стих с его уст, мы отправились в Кангаласы и поздравили победителя. Ищишь, морозец лютый, аль хочешь план сорвать ты нам? Так не удастся, скажем, круто, пошел бы ты ко всем чертям. Звено монтажное, как взвод, выходит в бой к своей победе. Этаж за этажом растет назло морозу, непоседе. Связаться с победителем оказалось непросто. В процессе поиска мы узнали интересную историю. Оказалось, что у автора не было телефона. И чтобы отправить произведение в редакцию, Станислав Петрович отправился в местную администрацию, где с помощью специалистов оформил заявку. Проникшись историей, мы посчитали необходимостью в качестве приза вручить победителю смартфон. Своей творческой работой вы показали свое неравнодушие к простым труженикам, строителям нашей столицы и любовь к своей родине. Смартфон оказался очень кстати, так как продолжение истории победителя конкурса обрело еще более душевное и трогательное продолжение. С огромным приветом из самой западной точки России, города Калининграда. Меня зовут Людмила, и я хочу рассказать, как я увидела на Ютубе своего родного дядю Лукашевича Станислава со своим авторским выступлением «Простые парни», посвященный столетию Якутии. Мы с ним не виделись более 30 лет, но его невозможно было не узнать. Его добрые глаза, его темперамент, энергия. И я благодарна Богу, что я вновь обрела своего любимого, дорогого дядю Стасика. Я была, говорит, просто счастлива. И я, говорит, вот начала сразу созваниваться, искать эти все, знаете, и потом, когда нашла телефон, она, говорит, тут же позвонила. Как только ей нашли этот телефон, она сразу, я вот просто удивилась, думаю, надо же, это столько тысяч километров, да, такое это, да, и это. И поэтому мы с ней теперь каждый день на связи. Мы очень благодарны вашей передаче. Все так вот у нас получилось, и год такой удачный прошел. Теперь, несмотря на огромное расстояние, вновь воссоединенные родственники очень тесно общаются. Станислав Петрович со своей семьей даже запланировали поездку на родину, где спустя полвека наконец произойдет долгожданная встреча с вновь обретенными, горячо любимыми родными. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. В год труда мы много будем рассказывать о людях, для кого их работа не только способ зарабатывать, но и настоящее призвание и дело жизни. У народа Саха, кстати, считается, что склонность к той или иной профессии, способности и таланты передаются по наследству. Об одаренном и трудолюбивом сельском умельце в материале Туяры Филипповой. Строитель, мастер по дереву Александр Федоров показывает нам сундук, сделанный больше 30 лет назад. Одну из последних работ своего деда, доставшегося в наследство. Дедушка у нас, Тарасов Спиридон Афанасьевич, строителем был и столяром одновременно. Все домашнюю утварь сам делал. Летом сенокос, зимой тоже у него столярка была возле дома. Наблюдая за работой дедушки, помогая ему, Александр постепенно овладел ремеслом. Однако то, что плотницкое дело его призвание, он понял не сразу. Учился на тракториста, овладел одновременно еще несколькими специальностями. Наставления деда взяли свое только после 40 лет, когда дерево полностью заменило металл в его руках. Однако, как признается, достичь уровня мастерства деда ему еще не удалось. До сих пор удивляется, как без особых инструментов тот так искусно мастерил мебель, другую домашнюю утварь и строил дома. Впрочем, самого Александра земляки уже давно считают непревзойденным мастером по дереву. Построенные им в Сунтаре дома сразу бросаются в глаза, а мебель имеет особый спрос. В своем доме, тоже возведенном им, вся мебель ручной работы.
Идеи мастер находит в основном в интернете и как человек творческий частенько добавляет что-то свое. Так для детей смастерил игрушечный дом-конструктор. Сейчас в него играют не только собственные внуки, придумка неожиданно стала популярной. Его заказывают детские сады из других сел и городов республики. А старший сын Игнат, педагог по образованию, идею отца подхватил и даже открыл кабинет в детском саду, где в свою очередь мастерить учит малышей. Совместно мы открыли столярная мастерская «Тук-тук». Маленькие дети, интересуются, любопытные, все равно спрашивают все время, что делают, как делают. И поэтому мне интересно. Мужчина в селе должен уметь многое, в том числе и обращаться с плотницкими инструментами, уверены мастера Федоровы. А если есть талант, то его нужно развивать и как можно раньше. Сейчас заказы на изготовление мебели, строительство домов и бань поступают беспрерывно. Спрос на ручную работу есть не только у старшего поколения, которые хотят оставить детям в наследство добротные изделия мастера. В последнее время заказывает и молодежь. Аналоги ушедших из страны мебельных брендов, как оказалось, вполне можно заменить на местные, порой даже лучшие по качеству изделия. Жить в селе, заниматься производством, быть при этом счастливым может каждый. Главное найти призвание, любить свое дело и трудиться, считает мастер. Туяра Филиппова, село Сунтар. На днях в Москве завершилась художественно-промышленная выставка «Форум «Уникальная Россия». Ежегодное событие в этом году объединило рекордные 1200 участников. Каждый регион привез на выставку изделия декоративно-прикладного искусства, живописи и народных художественных промыслов. Чем Якутия удивила посетителей, узнаем у Айсены Бурнашовой. Яркий, красивый, нарядный, мех и вышивкой. Я в шоке. Действительно, встречаюсь с такими вещами интересными, которые не сталкивался. И это все о якутских изделиях. Ценителям народных промыслов было на что посмотреть. Вот, например, якутский нож, созданный по традициям предков. Именно это и превращает якутский нож в настоящее произведение искусства. Традиционные якутские ножи, самый средний размер, самый ходовой, универсальный. Сталь 65Г, есть дол, ручка из капа березы, нож на бычий хвост, подвес из плетеных конских волос. Еще одна традиция народа отражена в зимнем пальто буктахсон. Такую шубу носили в XIX веке. Здесь и отделка в виде сакрального сергея, и орнаменты-обереги. Чтобы создать историческое пальто, мастерица Анна Семенова поднимала архивы музея Ярославского. Неделями искала необходимые ткани. Только на шитье ей понадобилось 2,5 года. Это рысь, бобер, мех белки. Ой, внутри тоже все белка отделано. Ага. И с задней стороны тоже очень красиво смотрится. И сколько же вся эта красота весит? Эта красота весит 16 килограммов. И вот эти отдельно вручную держу, потому что в багаже очень трудно. Я шила такое историческое традиционное пальто, чтобы молодое поколение, внуки увидели, какую одежду носили наши предки. Пальто создано по всем якутским канонам, с большой ответственностью и трепетом. Всего выставку украсили работы 9 якутских мастеров. Здесь и дейбир, и шляпка из конских волос, и хомусы. Каждое изделие прошло отбор жюри. Поэтому на выставке «Уникальная Россия» собраны лучшие образцы народных художественных промыслов Якутии. Мы так рады, на самом деле, посмотреть вашу культуру, то, как вы живете. И я смотрю, пользуется популярностью стенд, на нем постоянно люди. Поэтому мы очень рады, что вы с нами. И хотим посетить Якутию тоже. И сделать там мероприятие в формате «Уникальной России», только региональный стандарт такой. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. Сегодня я с вами прощаюсь. Смотрите News on Air по будням в 17 часов. До новых встреч в эфире.